Киев сделал предложение Москве, заявление президента. Одна из самых масштабных атак. РФ признает потери, а Казахстан закрывает двери для преданных Путину. Кто оказался в черном списке? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зеркальный ответ. Обстрел на обстрел. Украина ударила с воздуха и моря по российским объектам. Потерян истребитель. Преднамеренная стратегия. Война в Украине могла завершиться в 2022 году, если бы не действия Байдена. Кто обвинил бывшего президента США в гибели украинских военных? Украина направляет своих военных в Лондон, а Вашингтон захватывает бессмертный полк. Кто разрешил шествие в столице? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Россия напала на Украину с воздуха. Один из самых масштабных обстрелов в первые дни мая произошел в ночь на субботу. Помимо 2 баллистических ракет «Искандер-М», которые прилетели из Ростовской области, по приказу Москвы в Украину направили еще и 183 дрона. Часть из них — имитаторы. В воздушное пространство Украины заходили со стороны Брянска, Курска, Орла, Миллерово. В Киеве заявляют, что сбили 77 дронов. 73 локационно потеряны. О судьбе еще 33 не сообщается. Однако в сообщении ВС ВСУ говорится о повреждениях в Сумской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях. Харьков россияне буквально забросали безпілотниками. Хочу сказати, що було 17 влучань. Це такий антирекорд по місту Харкова. 12 локаций. На жаль, постраждало 36 людей. На эту же минуту известно уже о практически 50 пострадавших. Среди них 11-летний ребенок. Харьков ликвидирует последствия обстрела. Украина не молчит, а отвечает и действует зеркально. Через несколько часов после того, как Зеленский заявил, что для Киева его собственное дальнобойное оружие, в частности баллистика, станет хорошей гарантией безопасности, ответка полетела в сторону России и в Крым, который стал стартовой площадкой для пуска дронов и ракет по Украине. Вторая рекордная майская атака. Что такое звук летящего мопеда, теперь знают и жители Новороссийска, города, где расположена военно-морская база Черноморского флота России. База в Цемесской бухте считается стратегической локацией для РФ. Туда направлялись и безэкипажные катера Украины. Летело так, что в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. На пути одного из ударных БПЛА, который летел на низкой высоте, оказался новенький высотный дом. Встретился с жильцами дома по улице Суворовской, подвергшегося удару. Они обеспокоены его восстановлением. Уже формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим. В РФ заявляют при этом, что уничтожено и перехвачено 170 беспилотников, более 90 над Крымом, 50 над Краснодарским краем, а еще над Ростовской, Брянской, Курской и Белгородской областями. Россия заявляет, что Украина не дронами едиными пыталась бить по военным целям, а еще якобы дальнобойными Storm Shadow и 3 управляемыми ракетами «Нептун». Все они также якобы перехвачены, равно как и более 20 безэкипажных катеров в акватории Черного моря. В то же время российские Z-паблики сообщают, что есть и у России существенная потеря. Украинцы сбили истребитель морской авиации Су-30 в 50 километрах западнее Новороссийска. И, внимание, удар был нанесен с моря, в частности, с безэкипажного катера Украины. Страх и нерешительность администрации Байдена привели к большим потерям Украины. В этом уверен бывший начальник оперативного управления ЦРУ по Европе и Евразии Ральф Гофф. В интервью The Times он заявил, что война могла быть закончена еще на ранней стадии в 2022 году. Однако Байден сознательно выбрал другую стратегию – дать Украине столько оружия, сколько необходимо для обороны, но не для победы над Путиным. Ведь Вашингтон боялся ядерной эскалации. Гофф считает, что бряцание российским оружием победила, и Путину удалось одурачить администрацию 46-го президента США. Гофф несколько раз повторил, что Америка дала Киеву столько оружия, чтобы истекать кровью, но не победить.
Если бы мы оснастили украинцев в то время подходящим вооружением, они могли бы вытеснить русских полностью из страны. Этого не произошло, это создало условия для более длинной затяжной изнурительной мясорубки, которую мы наблюдаем сегодня. Трамп становится ястребом в отношении России и начинает переходить на сторону Украины. Об изменениях настроения в Белом доме пишет западная пресса. Американский президент наконец-то начинает понимать, что главную ответственность за срыв его усилий несет Путин. Издание The Telegraph уточняет, что недавнее увольнение Уолтса с поста советника по нацбезопасности тоже своеобразный шаг Трампа. Да, Уолтс придерживался жесткой линии в отношении России. Еще в понедельник он советовал президенту ввести суровые санкции против Путина, если не будет немедленного прекращения огня. Но избавление от ястреба, которого политическая база Трампа воспринимала с глубоким подозрением, может дать самому Трампу пространство для маневра и парадоксальным образом приблизить его к той самой политике, которую Уолтс до последнего предлагал. По данным Telegraph, осталось подождать немного, чтобы точно понять, на чьей стороне Трамп. Для этого ему придется пройти условно два ключевых теста. Во-первых, пойдут ли в Украину новые поставки оружия от США? И во-вторых, поддержит ли Трамп законопроект сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предусматривает жесткие санкции против России. А вы как считаете, чью сторону примет Трамп? Пишите свои варианты в комментариях. Тем временем Зеленский сделал предложение Путину и заявил, что трехдневного перемирия, как предлагал Кремль, недостаточно. Игра Путина в такую искусственную гуманитарную миссию 7 по 9 мая понятна. Ровно 25 лет назад, 7 мая, он занял пост президента и, похоже, идет навстречу сигналам, которые США уже передали ему через Уиткофа. Безусловное прекращение огня – модель, предложенная американцами. Мы следуем ей. С этой даты или раньше, желательно скорее. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему 30 дней? Потому что за 3, 5 или 7 дней ни о чем не договориться. Украина направляет своих военных в Лондон. Уже на днях ВСУ пройдут по главным улицам британской столицы. Все они станут участниками военного парада, который посвящен 80-летию Дня Победы в Европе. Украинских военнослужащих отправляют не просто так. В Лондоне говорят, что это станет неким символом для того, чтобы продемонстрировать мировую поддержку их борьбы за свободу против России. Великобритания планирует различные мероприятия в преддверии годовщины, включая военный парад и пролет авиации, кульминацией которых станет благодарственная служба в четверг в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которой, как ожидается, будут присутствовать члены королевской семьи. А Вашингтон тем временем захватывает бессмертный полк. Шествие с портретами родственников организовала Блоха Анна. В интервью российским медиа она уже заявила, что невероятно счастлива, что получила разрешение на проведение этой акции, которой американская столица не видела последние 6 лет. Сначала помешал коронавирус и пандемия, а после, как заявляет Блоха, сложная политическая ситуация. В мероприятии разрешено участвовать лишь 300 людей, хотя организаторы считают, что придет в 3 раза меньше. Пришел, увидел и погиб. На войне против Украины ликвидировали бывшего белорусского чиновника. Он не успел получить даже месячное довольствие, ведь контракт с Минобороны РФ продлился лишь 20 дней. Вадим Новгородский решил служить России 14 декабря 2024 года, а уже 4 января 2025 погиб. Издание «Наша Нива» пишет, что в 90-е мужчина работал в сфере образования, в частности в профильном отделе администрации Ленинского района в Бобруйске, а также в Бобруйской вспомогательной школе. Однако карьера его закончилась из-за судимости. В 1997 году его привлекли к ответственности за параллельную незаконную предпринимательскую деятельность. Спустя время он уехал жить в Россию, получил гражданство, работал столяром, а потом решил заработать на войне, но его мечта так и не осуществилась. Его имя оказалось в списке белорусов, воюющих на стороне России, опубликованном украинским правительственным проектом «Хочу жить», где отмечено, что некоторые из них не продержались на фронте и месяца. Казахстан закрывает двери и дает пощечину фанатам Путина. Астана создала специальный черный список, в который попадают те, кому запрещен въезд в республику. В гости уже не ждут вице-спикера Госдумы Петра Толстого, депутата Никонова, Федорова, Затулина и бывшего парламентария, главу Россотрудничества Евгения Примакова. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в правительстве республики. Причина – публичные оскорбительные и враждебные высказывания всех этих личностей о Казахстане и
его руководстве. Например, Петр Толстой назвал Казахстан следующей проблемой после Украины, заявил, что Алматы – это русский город, и обвинил Астану в выдумывании собственной истории для дистанцирования от России. Вячеслав Никонов на российском телевидении утверждал, что Казахстана не существовало, а его территория – это подарок России и СССР. Евгений Федоров поддержал Никонова, заявив, что Россия вправе требовать возвращения территории, и усомнился в законности государственности Казахстана, утверждая, что он не вышел из СССР по международному праву. Затулин критиковал президента Казахстана Токаева за отказ признать так называемые ДНР и ЛНР. Кроме того, тогда намекал на возможные территориальные претензии. Примаков вообще пошел дальше и обвинял казахстанские власти в попустительстве националистам, выступающим против русского языка, а министра информации Аскара Умарова называл русофобской дрянью за якобы антироссийские высказывания. По данным Deutsche Welle, в список персон нон-грата также вошли пропагандисты Тина Канделаки и Тигран Кеосаян, который сейчас находится в коме, политолог Никита Менткович, идеолог русского мира Дугин и историк Андрей Грозин, которому недавно отказали во въезде в Казахстан без объяснения причин. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.